Добрый день! С вами проект ABM Project. Ну что, друзья, ну вот мы и приехали в это славное село Федотовка, где будет проходить национальный традиционный праздник Питрау. Можно пробовать? Какая красота! Браво! Отлично, спасибо большое! Здравствуйте, дорогие гости! Biz bugün Pitrov bayramın матур итеп үткәрергә җыелдык. Һәрберебез матур итеп уйныйк, җырлыйк, төрле ярышларда катнашыйк, матур җырларга, биюләрдә дәртләнеп биек, матур итеп бүгенге бәйрәмне үткәрик. И көрәшем, карындашым минем, халкымның бер асыл бизәге. Безнең моңны бер тыңлаганнарны гомерлеккә үзелә үзәге. Үзәннәрдә билдән чәчкә үлән. Җир дымлыга шулай үсәме? Әүвәлгедән мактап сөйләнелгән, җырга кергән Питрау бәйрәме. Тамчы гөлем, ялан гөлем, өебез бакча төсле, үзебез теләп гөлләрне, чәчәкләрен куш үсле. Тамчы гөлем, ялан гөлем, өебез бакча төсле, үзебез теләп гөлләрне, чәчәкләрен куш үсле. Ай гөлләрем, гөлкәләрем, яратыр идем кочып, уйнар идем арабызда, күбәләк булып очып. Ай гөлләрем, гөлкәләрем, яратыр идем кочып, уйнар идем арабызда, күбәләк булып очып. Каждый год у нас традиция, уже много лет, мы этот большой праздник отмечаем. И, конечно, сценарий каждый год разный. Тут и конкурсы полевых цветов, тут и ягоды, тут и песни, конкурсы, различные старинные игры. Все мы как бы воспроизводим в памяти и с большим желанием собирается народ. Һәм кем тизрәк чистартып бетерә, менә шуны карап торасыз. Так, икенче номер астында Васильева Жанна чыга. Үзенең җиләге. 4нче Анна Пудилова җиләк җыйган, чистартырга үзе чыга. Һәм 5нче Константинова Нина. Тиз генә җиләкләрегез янына бастык. Питрау – праздник, в котором приплелись православные церковные традиции и элементы ранних языческих обрядов кряшен. День святых апостолов Петра и Павла считался у кряшен одним из самых важных праздников в году. К нему готовились заранее, соблюдали пост, чистили и убирали избы, готовили кушанье, красили яйца в желтый цвет. В настоящее время, естественно, Питрау носит светский характер, но сохраняет прежние привязку к религиозным торжествам. В советское время этот праздник был, конечно же, запрещен, но народ вот этот давний обычай сумел сберечь свои традиции. Сельчане с удовольствием принимают участие во всех народных празднествах, отдавая дань истории и влиянием нового времени. Мы помним и с удовольствием поем песни, припевки, которые пели наши предки. Sevgilim, bu şarkı
Кто может из вас исполнить вот самую старинную народную песню? Sağınıplar kildim minine roy sizge Güreşip söyleşir gele vay küpsüzler Güreşip söyleşir gele vay küpsüzler Yıllar emin bulsun, dünya tanış bulsun. Barımıza sağ selamet bulayık, bәхетле bulunuz. Село Федотовка основано в 1728 году. Сейчас численность нашего населения 361 человек. Большинство живут у нас кряшеной, есть и татары, русские и чуваши. На территории нашего села имеется Федотовский дом культуры, который построен в 2000 году. Федотовская сельская библиотека была открыта в 1954 году, а в новое здание, административное здание, она перешла в 1995. Есть в селе своя школа, Федотовская общеобразовательная школа, которая была основана в 1938 году. А в 1997 году школа перешла в новое здание, а в прошлом году сделали капитальный ремонт. Имеется у нас и свой детский сад «Солнышко», который был открыт в 1978 году, и в новое здание перешла в 2008 году. У нас село богато своими родниками. Их много. Карпы чешмясы, Иваш чешмясы, Мяктяп чешмясы, Дегет чешмясы, Мамин чешмясы. И еще целебный источник у нас Терле чешме. Но село богато своими знаменитыми людьми, почетными гражданами. Федотовка – родина Гарай-Рахима. Наш односельчанин Антипов Вадим Иванович – генерал-лейтенант юстиции. И об этом человеке хочется сказать огромное спасибо от имени всех. Он у нас для нас, для своих односельчан построил церковь. Также по его инициативе был отремонтирован родник Терле-Чешме. Из нашего села вышли доцент сельскохозяйственной академии Архипов Афанасий Михайлович, главный инженер Казанского авиационного завода Ефимов Петр Васильевич. У нас имеются заслуженные колхозники, кавалеры ордена Ленина Романова Наталья Егоровна, Елена Евдокия Николаевна, кавалер ордена Славы Иван Архипович, заслуженные нефтяники Семенов Василий Андреевич, Осипов Иван Тимофеевич, Антипов Иван Николаевич, Павлов Анатолий Иванович. О поэте Гарай-Рахима расскажет, наверное, Людмила Аланла. Гарай-Рахим авылыбызның иң күренекле шәхесе, күп кырлы талант иясе, бар гомерен милләткә багышлаган олуг шәхес. Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Гарай-Рахим төрле жанрларда иҗат итте. Сүзлекләр, антологиялар төзеде, кино өчен сценарийлар язды, дәүләт хезмәтендә эшләде. РСФСРның Язучылар берлеге идарәсендә эшләде. Атаклы Сергей Михалковның уң кулы иде ул. Гарай-Рахим 30-га якын китап авторы, татар поэзиясе антологиясын төзүче. Гәрәй абый үз әсәрләрендә керәшеннәрнең гореф-гадәтләренә, тел, сөйләм сәнгатенә зур игътибар бирде. Яңа чыккан Керәшен демәкләре китабында да ул халык аның язмышы турында уйланды. Гарай-Рахим бар гомерен
иҗатка багышлаган олуг шәхес. Кызганычка каршы 2021 елда без Гәрәй абыйбызны югалттык. Ул арабыздан мәңгегә китте. Ләкин ул безгә бай әдәби мирас калдырды. Гәрәй Рәхимнең "Дөнья миңа" исемле шигырен сезгә дә укып күрсәтәсем килә. Мин бишектә чагымда ук дөнья миңа гашыйк булган. Шуңа миңа зәңгәр күзләр насыйп булган. Җирне күреп сыклансын дип, кояшының нурын биргән. Шагыйрь булсын дигәндер ул, җырын биргән. Сагыш биреп күңелемне тынгысыз бер диңгез иткән. Шатлык биреп шул диңгезне шиксез иткән. Гомерем озын булсын өчен ашарыма икмәк биргән. Икмәк тәмен белсен диеп хезмәт биргән. Акыл биреп дөньядагы бар нәрсәдән көчле иткән. Һәм шуларның барысы белән кеше иткән. В 1890 году в одном из крестьянских домов, мы его знаем, это Кузьма Андреевич, открылась церковно-приходская школа. А сама церковь была построена после 1910 года. Конечно, такой церкви не было. У нас здесь стояла деревянная церковь, и здание вот этой деревянной церкви, она простояла вплоть до 1960-х годов. И вот благодаря усилиям жителей, благодаря батюшке Константину в 2009 году в нашем селе опять-таки была возобновлена и начала работать храм Михаила Архангела. Естественно, это очень отрадно. Мы попросили НГДУ, Елховнефть помогал, сами жители села помогали в воздвижении церкви, ну и меценаты, конечно же. Благодаря им в нашем селе на сегодняшний день работает церковь Михаила Архангела. Федотовка — это единственное кряшинское село в Нагорском районе Республики Татарстан. История самой Федотовки глубоко уходит в 18 век. И вот первые сведения о нашей деревне появляются в 1730 году. Носила она тогда, конечно, название Аналыково. И слово «аналык» в древности употребляется значение «мать-кормилица». Так называют и местную реку, которая протекает по деревне. И река Аналык кормила, поила всех. Еще одним символом христианской веры стал местный родник Тяреле-Чишме. Тяреле-Чишме – родник с крестом. У татар-мусульман Тяре – крест, а у крещенных татар Тяре – икона. Здесь всегда, когда люди шли на базар в соседней деревне Старый Кувак, останавливались. И вот этот родник Тяреле-Чишме считался святым, а его вода, естественно, целебной. Люди просили у воды помощи, удачи в решении своих насущных проблем. И вот старожилы деревни говорят, что около родника был даже небольшой ящичек. После вновь открывшейся церкви в селе Федотовка батюшка Константин просил у администрации НГДУ Елховнефть об восстановлении родника Тяреле-Чишме. С Божьей помощью родник был восстановлен, и вот мы видим срублен закрытый сруб с купальней, и в праздник Крещения Господня проходит каждый год торжественная служба, молебен и освящение воды. Изге сулы, көмеш сулы, Тәреле-Чишме. Авылымнан күрке булып, ага ул чишмә. Моңзарыңны сөйләп бушан, сереңне шиш тә, Худайдан иминлек сора, ул изге чишмә. Чишмәне төзекләндергән һәркем булыр ген истә. Рәхмәт яусын катнашканга, ул изге эштә. Сөендерә тәмле сулы Тәреле-Чишмә. Халкыма бик тә кирәк ул. Ул безнең чишмә. Людмила Аланна. Блин, что такое, а? Посмотри. Вот дальше не проехать. Надо этот... Что, надолго, ребят, да, сломались-то? Час, блин, что?
Блин, нам нужен транспорт. Да какой у нас? Вот 3 варианта у нас. Нам надо выбрать. Сейчас на этой сцене мы будем записывать песню. Песня называется Аналык урамнары. Я так думаю, все песни выучили, да? У нас аранжировка готова, так что у нас остается только вас записать. Качественные девчонки готовы? Готовы? Ну, Мы замечательно. готовы. «Сейчас будем расставляться». Друзья, а для начала послушаем, как песня звучала изначально. Аналык урамнары да эйлер ки урам, уртасыннан ага герлеви, уртасыннан ага герлеви. Сез туганнар белән бергә җыелгач, яшеннәр кебек гөрләячәкләр, яшеннәр кебек гөрләячәкләр. Vay buldurduk kızlar. Запись прошла успешно! И это хорошая новость. Отлично, друзья. Всем большое спасибо. Ну, после отличной плодотворной работы, по-моему, полагается поесть сытно, да? А я, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за такую прелестную, красивую организацию, и за такой красивый богатый стол, да, за то, что нас приняли так красиво, с песнями, с плясками, с замечательными играми и замечательным столом. Ну, люди подготовились, Да. серьезно подготовились. Может быть, нам кто-нибудь расскажет про центральное блюдо нашего стола? Хотим сказать о том, что каждого дорогого гостя, конечно, встречали с беляшом. Это было принято, я уже сказал в своем интервью, что вот этот предпраздничные дни наш вообще кряшинский народ любит гулять. Не то, что вот гулять в таком широком смысле, а именно вспоминать своих погибших, умерших, встречать гостей, своих родственников из других деревень. Вот у нас Назаровка, Самарская область, Калейкина, как бы родственные связи у нас и женятся, и замуж выходят вот эти деревни, потому что они кряшены, больше других деревень нету поблизости. И, конечно же, у нас вот престольный праздник 21 ноября, Микайлу день называется. Этот день уж вся деревня действительно в Беляши, потому что суем суела, шказрлянули, маллар суела и Беляш. Вот видите, у нас здесь картошки почти не видать, вся в мясе, да? И это уже тоже отпивной такой момент, припевающий, так сказать. Ну и другие национальные блюда, вот перемяч мы говорим, да, ведь у койсыдыржакларда она
Бүккен дилер, перемеш дилер, бізде перемеш біздегіне шенге дилер, бізде міне вот перемеш нық тәмлі инде ол, тобада пішірілі, күпіртіліп, міне оның тобасы қазір современный, конечно, әлі енді мұндай тобаларда еді. Шулай шишәрі, міне бұл шишәрі милли ризық ол біздің, бұл бауырсақ та түгел, чек-чек та түгел, вот именно шишәрі, круглые такие. Видите, но корт, міне мұнда называем енді, тәмні. Туралы май. Туралы май, да. А про ансамбль, конечно, тоже хочется несколько слов. Вот самые первые зачатки, так скажем, рождения ансамбля связано с 1994 годом, 8 марта. Давно уже в мыслях была так, и в школе мы же вот работаем, коллектив почти все здесь, ну, актив, так скажем, села. Свои крещенные вот эти кряшинские песни же, они действительно напевы такие. Даже первый президент Ментимир Шаймиев говорил, чего уж скрывать, да, что именно у кряшиных сохранился язык, обычай, и все это передается. У нас же вот, сравнивает свадьбы оперой. 3 дня продолжается кряшинские вот эти свадьбы. Сейчас, конечно, уже по-иному, по-новому, но как бы не было традиции, у нас сохраняется. Вот Нина Ивановна сегодня спела песню, как раз вот свадебные напевы. Это старинные песни. У нас есть в районе местное отделение региональной общественной организации «Национально-культурная автономия Кряшин Аланлык». И руководитель этой автономии Людмила Николаевна Афанасьева. Это мы у нас ассамблея. Это кто это? Встаньте, пожалуйста. А, вы, да. Очень приятно. Спасибо. Да. Автономию мы в районе создали Сижу рядом с таким человеком. 21 году, 10 февраля. В прошлом году только год ассамблеи, но уже получили благодарственные письма и не одни. Участвуем во многих мероприятиях района. А также у нас еще и косяк, это у нас семья Федорова, Виталий и Нина. Они у нас главные солисты, наш баянист, гармонист, тальянист. Также у нас с первых дней в коллективе Александр Семенович, учитель истории. Оратор. Вот то, что рассказывать, ему ведущий концертов и руководитель школьного музея. Но школьный музей пока не работает, но там после ремонта еще... Очень разносторонний человек. Очень разносторонний человек. А еще у нас в ансамбле с первых дней был Масадаева, потом вступили в ансамбль у нас. Потом вступили в ансамбль у нас Светлана Семеновна. Сами пришли? Или Сами пришли. Сами пришли, потому что старые уже отсеялись. Новые пришли. Да. Светлана, Олеся Ивановна, они у нас еще рукодельцы. Сегодня на выставке были их работы. И еще Гюзель Альбатовна, заведующая Федотским детским садом, никогда ни в чем не отказывает. Главная наша помощница. Потому что дом рядышком. К кому еще обратиться, да? Постоянно под боком человек, рядышком. Да, постоянно под рукой, Никогда не постоянно на отказывает. связи она. Молодец. Ну, раз детей доверили, конечно же. Да. Хороший И человек. еще у нас Да. приехала с Альметьевска Дюся Павас. И опять она уже с нами второй год. Да. Как приехал, сразу на Третий сцену. уже, третий год уже она с нами. Да, спасибо ей. Она у нас тоже своя. И живет почти всегда в деревне. И зимой, и летом часто. Она уже живет Почему? своим То есть домом. она альметьевская, но... Она прописана она в Альметьевске, но живет здесь, в родном доме. У нас просто немножко другая информация. И тоже участвует в многих мероприятиях, но пока она же на декретном отпуске, пока не тревожим часто. Но до этого и перед населением выступала. Она тоже, и вот когда открывали театр Чешмя, она была главная там. И выступала, и все организовывала. Молодец, спасибо ей. Молодец. Вот в любом случае, когда мы этот ролик выложим в социальные сети, в YouTube,
нам будут вопросы задавать. А кто это такая молодая симпатичная женщина рядом сидит? Да? Конечно, обязательно. Нужно Раскроем про секрет? нее рассказать. Это у нас глава сельского поселения Валентина Ивановна Павлова. Она, конечно же, вот уже в течение скольки лет, Валентина Ивановна? 10 будет, 10 на сентябре лет держит наше село в своих руках, под своим покровительством. Мы рады, что у нас такая энергичная, молодая, симпатичная. Вот что скажет, того добивается. Мы рады. Действительно, село обновляется, потому что она энергичная, креативная, мысли позитивные. Мы поддерживаем, во всяком случае, коллектив, село поддерживает. Вы сами видели, вот сама за рулем, сама мама, сама, как сказать, и за своими стариками ухаживала. Вот как мы соседи, я знаю, вот тяжелобольная мама была, такие праздничные дни, перед народом надо выходить. Она никогда повода не давала, всегда с нами, всегда с народом, как бы ей тяжело не было. Желаем ей успехов, Валентина Ивановна, чтобы вместе с нами долго работала, чтобы была счастлива семья, чтобы было в полном порядке. Всего земных благ.